Женька, принеси, пожалуйста, мне коробку из кладовки. Хорошо, сейчас принесу. Доча, ну ты где там? Иду. Небо было затянуто серым полотном, которое время от времени спускало осадки. Эту картину дополняли черные столбы дыма, источающие запах дьявольских проделок с помощью человеческих рук. Окружающая тишина оглушала больше, чем вопли и крики тысячи людей, которые собрались убивать друг друга. Мне кажется, что все мы в каком-то глубоком сне, где безумие имеет полную власть, и нам суждено ему подчиняться. По прибытии в новое расположение части меня что-то будоражит, некое присутствие невидимого, явное присутствие. Сегодня был мой первый бой, и оно направляло меня. Ангел-хранитель? Не может быть. Все это странно. Видимо, надо выспаться. Я снова чувствую присутствие этого, одновременно доверяя ему и испытывая жуткий страх. Нет, это не тот страх, который здесь испытывают в этой проклятой войне. Это нечто глубже. Не могу объяснить. Руки дрожат от холода. Никогда так долго не приходилось бывать на улице. Из-за этого трудно излагать свои мысли. Кстати, говоря об этой войне, оказался я здесь ведомый благими намерениями защищать Родину, что я и делаю по сей день. Возможно, это единственная вещь, которая не дает мне сойти с ума. Я люблю свою Родину и все, что с ней связано. Ее бескрайние поля, ее шумные леса, шелестящие от ветра, ее душевных жителей и их раскатистый смех, ее длинные косы, ласкающие взор. Я становлюсь каким-то механизмом, спусковой собакой, и заметил, что давно не смеялся. Зато руки уже не дрожат. Мы здесь потеряли свободу воли, мы стали рабами агрессии. Это снова присутствует, но мне дает понять, что что-то предрешено. Предо мной юная девушка, не могу понять, одета очень странно, да и мир мне не знаком, ни на что не похоже. Кажется, это некая способность, но почему я? Или все же я схожу с ума? Я боюсь в этом признаться кому-либо. Эта жуткая война вытаскивает из меня последние капли человечности. Дневник – это мое последнее пристанище, где я могу так открыто писать то, что я думаю. Не могу уснуть. Это снова будоражит меня, и теперь дает понять, то, что я пишу этот дневник не зря. Я уверен, он будет иметь значение для будущего. Мысли мои стали неясными, их слишком много. Раньше, если я до жути боялся вида крови, то сейчас для меня это сравни с лужей после дождя, которая повсюду. Это красное бестие способно пробудить первобытную жажду неистовости и заставить забыть о нравах, жалости, политике, любви. Все летит к чертям. О, мама, сколько же бед на твою долю выпало. Весь мир как будто испытывает тебя на прочность. Да и я сам не подарок.
Я уже сомневаюсь в том, что вернусь домой. Это все съело изнутри, не оставив и крошки от прежнего меня. Но то, что все это время присутствовало, давало мне чувство содержания моего бытия. И именно из-за него я излагаю здесь свои мысли. Ужасно скучаю по дому, по родным. Сестра моя, как всегда, наверное, трудится, не покладая рук. Человек очень приземленный. Помню, всегда с ней спорили о литературе, писателях. Я пытался объяснить ей содержание стихов, о красоте творчества. Она была очень мудрая, раз уж не воспринимала всерьез мои обиды. Некая сила, где я отрывисто вижу, как я понял, будущее, и я полагаюсь на них. Теперь я вижу все отчетливо. Все, что они мне показывают, это неизбежное будущее. Мы победим, но великой ценой. Это оставит в сердцах человечества неизгладимый след, глубокий шрам, который еще долго будет заживать. Но нас будут помнить, как они предадут забвению наши подвиги. Они будут сиять, как огонь, вечно напоминающий о тех страшных временах, ибо забыть все это сравни забвению разума, иначе повторения не избежать, и все наши жертвы будут напрасны. Я думаю, мы созданы не для таких жестокостей, которые мне пришлось наблюдать. Вижу, что мои записи долго будут в забвении, но я точно знаю, что в будущем юная девушка найдет мой дневник, и я смогу передать кусок своей памяти. Помните, все мы люди мира.